Боксеры на ринге: Николай Кисленко, Любовь Иноземцева, Зинаида Павлова. Они все выступают в одной весовой категории, высшей педагогической. Главный судья соревнований Тамара Сафронова. Судейская коллегия: Валентина Колодезникова, Юнона Упхолова, Раиса Егорова, Татьяна Нетесова, Людмила Киселева, Марселеза Курганова, Николай Павлов, Валентина Колодезникова. Почетный судья соревнований Владимир Никулин. Где-то секундант, он же секундомер, Борис Козловский. Прошу сюда. Звукооператор, он же видеоинженер, Олег Курганов. Судья на ринге, ваш покорный слуга. Наше соревнование состоит из 5 этапов. Первый этап включает в себя 2 группы. Задание – это визитная карточка и «Я министр культуры». Второе соревнование – это педагогическая ситуация. Вот здесь все педагогические ситуации лежат на столе. Следующее соревнование – это вопрос учащегося. Наши учащиеся честно составили свои вопросы. Третье задание – это вопросы из зала, их будет 3. И последнее задание – мое хобби. Итак, представляю вам первого участника соревнования. Стихло все, взглядов десятки вмиг на него устремились. Руки взлетели, и звуки в трепетном ритме забились. Григовских строк водопады, чье-то «побудь же со мной», Кюарагей извещает: в воздухе пахнет весной. Импульсом звука единым спаяны страстью одной. Их называют народный, с чисто народной душой. Николай Иванович Кисленко. Пожалуйста, ваша визитная карточка. Микрофончика. О чем говорим? Так, ну что, моя визитная карточка. О жизни моей в Якутии вы знаете. Родился в Барнауле в 1945 году, как все дети 40-х годов. Родился, крестился, учился, параллельно учился в музыкальной школе, училище, консерватория и консерватория, суд, Сибирь, в Якутии. Может, что-то надо в консерватории менять. Ну вот и все, пожалуй. 25 лет. Выше не дают. Так, спасибо. Вы министр культуры. Так. 3 минуты, вы министр культуры. Ну, я эту ситуацию не проиграл. На место министра культуры себя не мыслим. Я просто считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом на том месте, где он занимается. Профессионально заниматься. А министр культуры – это не профессия. Вот, ну и не знаю. Не мыслю себя министром. Спасибо. Вы берете сюжет «Педагогическая ситуация». Так, вот восклицательный и вопросительный знак. Вот здесь восклицательный и вопросительный знак. Две брать? Одно. Интересно. А чем они отличаются? Это вопрос, а это сверху. Это мне что? Вам сначала вопрос. И тут же отвечать. Нет, сейчас перерыв. Пока Николай Иванович сосредотачивается, мы поиграем с залом. Итак, кому принадлежат эти слова? Я поступил во вновь открывшуюся консерваторию, и курс с ней начинается на днях. Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом, я просто хочу только делать то, к чему меня влечет призвание. Буду ли я знаменитый композитор или бедный учитель, но совесть моя будет спокойна, и я не буду иметь тяжкого права роптать на судьбу и на людей. Из чего это письмо? Зал, пожалуйста, все играют. Вы ошиблись. Для стимула я поднимаю приз. Так, пожалуйста, руки. Правильно, совершенно верно. Александр Александрович, получите, пожалуйста, ваш приз.
Николай Иванович, вы готовы? Пожалуйста. Значит, ситуация такая. Ваш учащийся подал заявление о переходе к другому преподавателю. Ну, были в моей жизни и всякие ситуации, такие были. Значит, здесь в иных случаях я, конечно, не против был, даже наоборот, советовал перейти к другому преподавателю. В других случаях был против. Вот. Если студент хороший и идет к преподавателю с тем, чтобы получить знания, я не возражал. А бывают студенты, которые боятся, так сказать, боится работы, так скажем, серьезной работы, то я, конечно, был против. Против этого была ситуация у меня вот недавно, все отделение давило, но тем не менее вообще, значит, лишили этого студента дирижирования, но это другие дела. То есть надо заставлять студента серьезно работать. Если он от ответственности бежит, то он бежит к более нетребовательному педагогу, я считаю, вот и все. А не потому, что кто-то профессионал или не профессионал. Следующее задание. Николай Иванович отвечает на вопрос ученика. Пожалуйста. Тут же, да? Тут же. Тут же, сразу. Полностью ли вы доверяете учащимся? Ну, я считаю, что доверять нужно учащимся. Это такой же человек с таким же мышлением. Просто знаний у него профессиональных меньше, чем у нас. И все. А остальное надо доверять, конечно. Спасибо. Пока Николай Иванович продумывает следующее задание «Мое хобби». Конкурс преподавателей. Конкурс на лучший вопрос ученика. Что вы можете сказать о себе хорошего и плохого? Черты характера. Так, все подключаются. Микрофон, пожалуйста, туда передайте, кто желает. Не вижу лес поднятых рук. Пожалуйста, Николай Савельевич, я думаю, что вам есть о чем. Что о себе сказать. Это конкурс. 3 ответа. Поближе. Что вы можете сказать о себе хорошего и плохого? Черты характера. Пожалуйста. Товарищи педагоги. Вы серьезно, да? Серьезно. Абсолютно серьезно. Хорошее могу сказать, что я честно люблю, то есть безмерно свое дело. Плохого, ну, может, надо еще больше любить, чем я люблю. Свое дело, да. Спасибо, пожалуйста. Дальше, коллеги. Первый ряд участвуют, работают педагоги. Быстренько. Товарищи, кроме шоколадки Баунти, вас ничего не ждет больше. Кроме этого, ничего плохого. Я сегодня участник, я не преподаватель. Участникам тоже можно. Меня заставили насильно. Это черта вашего характера? Нет. Я могу о себе сказать, что я очень хороший. А отрицательная черта моя – это то, что я думаю о себе, что я очень хороший. Спасибо. Так, пожалуйста, пожалуйста. Дамы, леди, пожалуйста. Я очень вспыльчива и очень отходчива. Спасибо. Так, судейская коллегия думает, кому присудить приз. Быстро очень думает. Так, пока судейская коллегия думает, Николай Иванович говорит о своем хобби. Пожалуйста. Наверное, нет. Было в юношестве это было фехтование, мотоцикл, как у всех молодых. А сейчас, наверное, осталось одно хобби – автомобиль. Но не как средство передвижения, как сказать, удовольствие покопаться, повозиться с ним. Вот и все мое хобби. Ну, не считая театра, не считая инструментовок, не считая концертов. Это не хобби. Большое спасибо. Судейская коллегия подсчитывает баллы Николая Ивановича и, так сказать, баллы за лучший ответ. А сейчас опять звучит музыка. Полина Иванова, «Дума», исполняет Игорь Литвинов.
ответа на вопрос. Ответа на вопрос. Да так, наверное, слышно, да? Судейская коллегия единогласно решила, что Игорь Александрович не только умеет чаровать звуками скрипки, то есть он в ладах с инструментом, который держит, но он в ладах с юмором, с находчивостью и с реакцией, с оригинальностью в ответах каждого. Я просто выкрутился и все. Игорь Александрович, товарищи, я с удовольствием представляю следующего участника конкурса. Изящество не увядает, искусству мудрому подстать, изящен жест, и речь святая из благородных стройных фраз. Поговорить о днях минувших и заглянуть на час-другой к звезде, салоны встрепенувшей, век не сегодняшний, иной. И о достоинствах рояля поспорить через глубь веков, штрихи, мелизмы и педали. О, все не вечно под луной. Привлечь изящную словесность к изящной прелести сонат, чтобы любую неизвестность открыть, поставив в четкий ряд. Любовь Васильевна Иноземцева. Итак, визитная карточка, 2 минуты. Зал поддерживает Любовь Васильевну. Я вообще-то не знала, что нужно говорить, сказать свою автобиографию, но я попробую. Я происхожу из старинного якутского рода Александровых, но в моих жилах течет русская, якутская и грузинская кровь. Вероятно, поэтому я такая вспыльчивая. Да, моя прабабка была Олнхосут. Мой дед был сподвижником Амосова и Аюнского. Моя мама учительница, а моему сыну 1,5 года. Но, говорят, тут надо было автопортрет словесный, да, Зоя Иннокентьевна? Да. Я взяла и перефразировала стихотворение Лермонтова. Я думаю, он меня простит. «С людьми горда, судьбе покорна, не лицемерно, не притворно, сурово может быть чуть-чуть, но труден к благу долгий путь». Любовь Васильевна, вы 3 минуты, министр культуры. Да ладно. Вы знаете, можно я стою? Мне как-то так... Я очень уважаю зал, который пришел сегодня сюда. Вы знаете, я вообще с трудом представляю себе такую ситуацию, что я министр культуры, потому как очень вспыльчива. Но если бы такое случилось, первое, что бы я сделала, если серьезно, я бы окружила себя людьми очень умными и мастерами своего дела. Я думаю, что это был бы основной, в общем, залог успеха. А если так шутя, то приказ номер 1 звучал бы так. Приказ номер 1 нового министра звучал бы так. Якутское музыкальное училище в полном составе отправить на стажировку в Парижскую консерваторию. Спасибо большое, Любовь Васильевна. Вы выбираете педагогическую ситуацию. Любовь Васильевна обдумывает педагогическую ситуацию, а я вам говорю, о ком эти слова. Он был строгим педагогом, не разрешавшим своим ученикам сочинять в стиле модерн. Задания по контрапункту и композиции должны были выполняться в классическом стиле. Бах, Бетховен, Моцарт, Шуберт, Брамс считались высшими образцами, на которых следовало учиться творить. О ком эти слова? Пожалуйста. Пожалуйста. Лысак. Танеев. Нет, вы ошиблись. Пожалуйста. Вы ошиблись. Вы ошиблись. Пожалуйста. Вы ошиблись. Вы тоже. Кто? Мне можно? Нет, пожалуйста. Шонберг. Совершенно верно. Это Арнольд Шонберг, один из самых крутых реформаторов в гармонии. Пожалуйста. Итак,
у Любовь Васильевны сложная педагогическая ситуация. Здесь написано: учащийся неожиданно для вас высказал свое мнение, не совпадающее с вашим, в присутствии класса. Ну и моя реакция. У меня в классе такое очень часто бывает. Я считаю, что каждый имеет на свое собственное мнение. Вообще меня слышно, да? На свое собственное мнение. Но если это касается вот это вот неожиданно высказанное, не совпадающее со мной мнение по поводу играемого произведения, тогда я отвечаю так: ты можешь играть как ты считаешь нужным. Если ты меня убедишь, то я соглашусь, но при этом ты не должен нарушать законы, идти против теории и истории исполнения. Вот и все. Спасибо, Любовь Васильевна. Вопрос ученика вас ждет. Пожалуйста, Любовь Васильевна, за вопросом. Вот они перед вами, которые с вопросом. Так, сразу. Сразу. Каковы, на ваш взгляд, отношения между учащимися и педагогическим коллективом в нашем училище? Отношения, я думаю, сложные. Это очень сложно, в общем-то, бывает порой. Я думаю, что с обеих сторон иногда не хватает взаимопонимания. И в то же время это все сглаживается любовью преподавателя к ученику. Все равно. При внешней суровости, при внешней сложности все равно все зиждется на любви к ученику. Это уже совершенно точно. Товарищи, я прошу прощения. Я прошу вас вернуться и задать 3 вопроса сначала Николаю Ивановичу, а потом Любовь Васильевне. А то будет неполный наш конкурс. Пожалуйста, простите меня за забывчивость. 3 вопроса Николаю Ивановичу. Кто первый поднимает руку, тот, так сказать, не вижу леса поднятых рук. Пожалуйста. В яме, так скажем. Я всех уважаю и люблю, потому что это люди, которые делают музыку. И еще говорят так, меня слышно? Еще говорят так: если оркестр играет хорошо, это хорошо играют оркестранты. Если оркестр играет плохо, виноват дирижер. Спасибо. Вопрос номер 2. Пожалуйста, товарищи, активнее. Активнее, идет время. Так, пожалуйста. Нужно эти этапы все пройти. Но обычно из народников хорошие дирижеры становятся симфонисты, я не о себе говорю. Есть примеры, так сказать, Федосеев и прочее. Но нужно пройти, нужно переболеть, так сказать, народной музыкой. Когда уже станет в народной музыке все понятно, практически такого тоже не может быть. Тогда уже очень интересно заняться таким пластом, как симфоническая музыка. Там, это очень интересно. Вообще. И то равнозначно, я считаю. Но, конечно, симфонизм выше, чем народная музыка, и тем не менее нужно переболеть этим всем, как этап развития выше. Вот и все. Спасибо. Пожалуйста, Лукманова. Если бы в ваших силах было что-то изменить в нашем училище, что бы вы изменили? Знаете, очень сложно ответить на этот вопрос. Наверное, это глубже, чем что-то менять в училище. Нужно менять, наверное, социальную структуру. Нужно менять вообще отношение к музыке, к культуре в целом. Понимаете? А потом уже говорить о изменении, это само собой как-то должно меняться. Вот. А я бы лично, кое-что, может, по мелочи изменил, но существенно при отношении, так сказать, отношение среды к музыке, кардинально изменить что-то очень сложно. Спасибо. Пожалуйста, 3 вопроса Любовь Васильевне. Пожалуйста. Татьяна Владимировна. Студенты тоже очень часто задают этот вопрос. Равномерно. Спасибо.
Товарищи, поддерживаем конкурсанта. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Так, в таком большом зале иссякли вопросы, не поверю никогда. Товарищи, активнее, пожалуйста. Так, кто-то что-то хочет спросить. Пожалуйста. Почему, когда вы рассказывали о своей биографии, сказали, что у вас 1,5-годовалый сын, ничего не сказали про мужа? Да. Основным моим недостатком, говорят, является скромность. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста, учащиеся, активнее. Пианисты. Может быть, у вас есть вопросы по истории фортепианного искусства или вообще? Кстати, о музыке. Пожалуйста. Так. Пожалуйста. Я задам очень просто. Первый профессиональный дирижер для Первый это не я. Спасибо. Это я точно знаю. Спасибо. Так, вопросы исчерпаны. Сейчас у нас небольшая игра с залом, пока Любовь Васильевна готовит мое хобби. Очень актуальный для нашего училища вопрос – конкурс педагогов. Ответ на вопрос. Вопрос таков. Обязательно ли ставить отрицательные оценки? Пожалуйста, педагоги, активно отвечаем. Пожалуйста. Педагоги сразу задумались. Вот ученики, не задумываясь, знают ответ на этот вопрос. Пожалуйста, побыстрее. По другим предметам можно, а по специальности они же не на оценку, не за оценку работают. Так что здесь наоборот. В общем, не надо, я согласен. Не надо ставить отрицательные оценки. Да. Так, хорошо, спасибо. У кого еще какие мнения? Ой, сейчас. Так, вот там теоретики дружным рядом, да, и Галина Владимировна. Пожалуйста, Галина Владимировна. Но у меня такая версия: ставить отрицательные оценки можно, тогда есть стимул расти дальше и выше, до 5. Спасибо. Так, других ответов не предвидится, да? Ну, мы ограничимся 3. Так, Любовь Васильевна рассказывает о своем хобби. Пожалуйста. У меня много всяких небольших хобби. Да. И, в общем, с одним я, если позволите, вас познакомлю. Это хобби звучит так: литературные поделки. Он называется «Шерлок Холмс и Крейс». Новеллетто Вигилия. Вигилия – это пьеса, написанная в ночном безумии. За час до 5 o'clock в квартире на Бейкер-стрит мирно беседовали доктор Уотсон и Шерлок Холмс. Холмс сидел в кресле и курил трубку, а доктор расхаживал по комнате, изредка подходя к окну посмотреть, не улеглась ли метель. Ему нужно было бы до вечера попасть в клуб. Разговор шел о только что законченном деле, впоследствии описанном доктором Уотсоном в рассказе под названием «Собака Баскервилей». Когда доктор в очередной раз подошел к окну, он заметил на противоположной стороне улицы женщину лет 28, стройную, зябко кутавшуюся в меховое манто и неуверенно озиравшуюся. За многие годы общения с Холмсом доктор научился его методу и потому без труда определил в незнакомке личность умную, музыкально одаренную и, кроме того, склонную к безудержной фантазии в приготовлении оригинальных блюд. Стукнул дверной молоток, и через несколько минут в гостиной в глубоком кресле сидела знаменитая пианистка Элси Крейс. Когда-то один итальянский певец рассказал ей о Шерлоке Холмсе, и вот сегодня она пришла к нему со своей тайной. Мистер Холмс, несколько лет тому назад я получила в наследство от своей прабабушки старинный белый рояль и резную шкатулку слоновой кости. Рояль был в превосходном состоянии, я с удовольствием играю на нем, а вот в шкатулке лежали странные предметы: 3 карты и пергаментный свиток с замысловатым текстом. Разгадать смысла его я не могу, и эта тайна не дает мне покоя. С этими словами мисс Крейс протянула Холмсу загадочные предметы. Он осторожно развернул свиток и прочел: «Середина середины с помощью отца и сына в час восхода даст ответ, мучивший вас столько лет. Туз, шестерка и валет. Туз, шестерка и валет».
Карты, лежавшие перед Холмсом, были туз, пик, шестерка, треф и бубновый валет. Шерлок Холмс минуту созерцал таинственные предметы, а затем стал задавать пианистке вопросы. Из ответов выяснилось, что прабабка мисс Грейс была музыкантшей, очень экзальтированной особой, впрочем, доброжелательной и приветливой. Элси Грейс помнила ее по своему раннему детству. Самым торжественным днем в доме прабабки был день 11 июня. Тогда к вечеру зажигались серебряные канделябры на камине и рояле. Прабабушка одевалась очень нарядно и играла в этот вечер особенно вдохновенно. Рояль стоял в большом зале, окнами выходившим в восточную часть сада. Побеседовав еще немного, Шерлок Холмс и доктор Уотсон отправились вместе с пианисткой к ней домой, где сыщик очень внимательно осмотрел рояль и шкатулку, и, между прочим, портрет той самой прабабки, висевшей в той же комнате. При этом он удовлетворенно несколько раз хмыкнул. Затем все сели вокруг низенького круглого стола, и Холмс, приятно улыбаясь, спросил пианистку: «Скажите, мисс Грейс, есть ли для вас в исполнительстве неразрешимые загадки, ответ на которые можно получить разве только обратившись к самому композитору?» Элси Грейс удивленно вскинула брови и неуверенно произнесла: «Пожалуй, да. Ну вот, например, для какого инструмента Себастьян Бах написал вольт империрте клавир?» Или «Нужно ли исполнять 32 вариации до минор Бетховена в одном темпе, в едином темпе?» Холмс радостно встрепенулся и торжественно произнес: «Так знайте, на эти и все подобные вопросы вы сможете получить ответ, если в 11-й день 6-го месяца во 2 часу утра прикоснетесь к клавише соль бемоль 1-й октавы. С тихим звуком вас посетит видение, образ того композитора, кому вы захотите задать один вопрос». Встал Шерлок Холмс, учтиво распрощался, и они с Уотсоном ушли, оставив пианистку в совершенном изумлении. В клубе, куда Холмс зашел вместе с Уотсоном, они заказали обед, и в ожидании его Холмс, это последний, рассказал доктору о ходе рассуждений. «Мой дорогой Уотсон, это элементарно. Вы должны были сразу заметить некоторую странность в надбровных дугах мисс Грейс. Они капризны нервного очерка. Такие дуги говорят о том, что человек обладает способностью вызывать видение по собственному желанию. Известно также, что эта способность передается по женской линии через 2 поколения. Значит, прабабка мисс Грейс тоже обладала этой способностью. Но у этих людей есть один особый день и час, в который наиболее вероятны подобные общения. Если название карт обозначить через цифры, мы получим 11, 6, 2. А ведь вы помните из рассказа мисс Грейс об особенном дне 11 июня, 6-й месяц. Значит, цифра 2 – это час, 2 час утра. По нашему календарю я как раз проверил. Именно 11 июня восход солнца приходится на 2 часа утра. Ну, а какой фирмы рояль, вы заметили, Уотсон? Стейнвей и Сон. Совершенно верно. Вот вам отец и сын. Середина-середина – это фа диез или соль бемоль 1-й октавы. Я, кстати, осмотрел клавиатуру. Именно эта клавиша чуть больше потускнела, чем все остальные. Итак, прабабка мисс Грейс, знаменитая в прошлом музыкантша, обо всех серьезных неясностях обращалась непосредственно к великим творцам. И происходило это в 11-й день 6-го месяца в час восхода. Холмс удовлетворенно откинулся на спинку кресла и полуприкрыл тяжелые веки усталых глаз. Товарищи, в педагогическом рвении мы чуть не забыли об учениках, но сейчас у нас появится повод вспомнить о них. Играет для нас Николай Пикутский. Пожалуйста, Николай. Шахнов, обработка фассена. Карусель, пожалуйста. Участник конкурса. Восток с загадочным крылом ее коснулся ненароком, и тайных чар прелестный дар предстал пред восхищенным оком.
Но чуткий слух и острый взор в загадке этой поселился, и хладный дерзновенный ум для знаний жаждущих открылся. По серпантину мастерства ведет рука их волевая, вновь модуляции волшебства и страсти джаза открывая. Зинаида Григорьевна Павлова. Ваша визитная карточка на 2 минуты, пожалуйста. Можно я буду сидеть, да? При всем уважении к залу. Мне просто так будет удобнее. Я что-то так очень волнуюсь. Но мое происхождение не такое, как у Любовь Васильевны, не аристократическое, я из рабочей крестьянской семьи. В моих жилах не течет грузинская кровь, но тем не менее, мне кажется, что я тоже вспыльчивая, и мой гнев испытывали мои ученики. Они это, наверное, подтвердят. Но тем не менее, я сейчас бы хотела вам представить свое краткое жизнеописание, местами подробное. Значит, в скольких частях-то у меня? В 14 частях, не в прозе, а в стихах. На далекой стороне, в тихой деревушке, я зимою родилась в маленькой избушке. Тихо дни мои текли в играх и в учебе. Вдруг в Покровске ДМШ появилась вскоре. Мама с папой нас троих сразу записали, педагоги молодые музыки обучали. Худо-бедно, время шло, кнопки нажимала. Из 3 сестер одна музыкантом стала. Вот пред мною выбор стал, куда пойти учиться. И мама строгим голосом сказала: не годится, музыке 5 лет отдала, в ему иди учиться. И как послушная дочерь, в пыль и в жару якутскую я открываю с дрожью дверь по улице Дзержинского. Комиссия строга ко мне, дилемма не годится. Не в ОТМ, а на дирхор берут меня учиться. Я вспоминаю до сих пор сольфеджио, в хоре пение и Марсу Санну, а потом 2 года совмещения. И строгий Герман Комраков гармонии обучает, Валерий Каджи помузлит, 5 даже ставит. И выпал жребий изучать мне разные науки, и покинул край родной мученик музыки. А в альма-матер НГК студенчество бурлило, спорт, семинар, лямур дела не проходили мимо. Все успевал студент Лехол работать и учиться, но через 5 лет с НГК пришлось слезой проститься. И вот в родной лечу Якутск с душой желаний полной. Сейчас пред вами вот стою с седой головой склоненной. А дальше вам уже судить, быть и не быть учителем. Но этот конкурс дал понять, писать стихи мучительно. Спасибо, Зинаида Григорьевна, вас поддерживает зал. А сейчас вы министр культуры. 3 минуты. Я перебрала, что ли? Нет, да? Нормально. Ну, министром культуры, так же, как и мои коллеги, конечно, трудно себе представляю. Мне кажется, нужно обладать каким-то особым даром, уметь, так сказать, видеть широко, глубоко, высоко, далеко и так далее. Вот. Но, к сожалению, я таким даром не обладаю. Но, тем не менее, вдруг, если бы такое время наступило, я бы была министром культуры, конечно, свой взор я бы обратила на наше родное музыкальное училище. И сделала бы все возможное, чтобы наше училище процветало, чтобы наши педагоги работали в прекрасных условиях, имели все свои шикарные квартиры, машины, хорошую зарплату и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо, мы бы не отказались от такого министра, я думаю. Так, Зинаида Григорьевна выбирает свою педагогическую ситуацию. Пожалуйста. Так, Зинаида Григорьевна продумывает свою ситуацию, игра с залом. Самое воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни. Чье это высказывание? Пожалуйста. Повторяю, самое воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни. Кто это сказал? Макаренко. Спасибо, нет. Спасибо, тоже нет. Я вам подскажу. Ушинский, совершенно верно. Константин Дмитриевич Ушинский в своем труде «Труд в ее психическом и воспитательном значении».
Зинаида Григорьевна, вы готовы по ситуации? Пожалуйста. Так, ситуация номер 2. Ну так написано. Отличный учащийся уходит в коммерческие структуры. Ваши действия. Это, конечно, ужасно, когда отличный ученик уходит в коммерческие структуры. Очевидно, здесь педагогические просчеты какие-то, очевидно, были. Потому что я думаю, что, наверное, педагог не настолько заинтересовал ученика, чтобы он продолжал дальше обучение. Ну а вдруг все-таки такая ситуация, жизнь у нас сейчас сложная, все стараются уходить там, где побольше. Вот. Ну, я, наверное, все-таки постаралась всеми силами убедить ученика остаться его и продолжить свое образование здесь, в училище. Спасибо, Зинаида Григорьевна. Пожалуйста, вопрос. Зинаида Григорьевна, выбирайте вопрос ученика. Здесь, да? Так, жюри, считаем потихонечку, да? Татьяна Николаевна, может быть, сейчас скажет конкурс вопросов? Хорошо, хорошо. Пожалуйста, на конкурс вопрос. Вы готовы ответить? Пожалуйста. Да, в общем-то, отвечать нечего. Нам показалось, что ответов достойных не было, и поэтому тот вопрос, который был адресован преподавателям, можно адресовать этот вопрос студентам. Это пожелание жюри. Спасибо. Да, ставить ли отрицательные оценки студенты? Быстренько 3 ответа. Шоколадка. Шоколадка Баунти. Педагоги не решаются ответить на этот вопрос. Пожалуйста, быстренько. Необходимо ли ставить отрицательные оценки? Пожалуйста, быстренько. Так. Так. Значит, ставить, да? Товарищи учащиеся, значит, ставить и дальше ставить. Маша, ну если не вы, то кто же? Подстегнуть. Так. Спасибо. Значит, время от времени. Так, один вопрос, один ответ. Второй ответ, пожалуйста, быстренько. Оппоненты там, соратники, союзники, пожалуйста, пожалуйста. Так, теоретики помалкивают. Так, что? Ставить, ну, в меру. Ну, так, хорошо, еще. Еще, пожалуйста, товарищи студенты. Так. Спасибо, хорошо. Жюри, вы слышали ответы, да? Так, пожалуйста, еще желающие есть? Так, больше нет ответов, да? Спасибо. Так, Зинаида Григорьевна, пожалуйста. Так, это вопрос ученика, очевидно, да? Да. С какими трудностями прежде всего вы сталкиваетесь в своей работе? Это не вопрос из зала, это вопрос студентов в конверте. Так, ну, трудности, в принципе, трудности, конечно, есть, они бывают большие и маленькие, но лично для меня, кажется, самая большая трудность – это бороться с безалаберностью учеников. Понятно? Или нужно пояснить? Понятно. Так, спасибо, Зинаида Григорьевна. 3 вопроса из зала Зинаиде Григорьевне, пожалуйста. Пожалуйста, быстренько, товарищи, в темпе давайте. Удары должны следовать один за другим. Быстренько. Пожалуйста. Так, все молчат. Пожалуйста. Вы сами были приветствованы?
Да, наверное, Мерседес сам накатал. Я была ей очень и очень довольна. Она изумительная была ученица. Так, спасибо большое, Марселеза Александровна, большое спасибо. Вопрос, еще вопрос из зала, пожалуйста. Пожалуйста, Карпинская осмелела, ну. Интересный вопрос, пожалуйста. Какую профессию, да? Конечно, сейчас уже в моем возрасте, по-моему, трудно представить. Да, трудно представить себе, так сказать. Трудно представить себе, какую профессию бы я выбрала. Ну, все равно, наверное, бы занималась музыкой, только в домашних условиях. Так, спасибо. Еще вопрос? Еще вопросы, пожалуйста. Товарищи, смелее. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Пожалуйста, товарищи, еще один вопрос. Быстренько, очень быстро. Так. Нет, смелее. Пожалуйста, Татьяна Владимировна. Ваше любимое блюдо. Мое любимое блюдо. Вы знаете, я не гурман, поэтому у меня нет таких особо любимых блюд. Я просто люблю все, что вкусно. Вот и все. Так, Зинаида Григорьевна готовит свое хобби. А у нас... Ну, хобби у меня, естественно, менялись в связи с возрастом, но одно из самых таких устойчивых, наверное, хобби – это вязание. Я сейчас вам хочу представить, ну, так называемую коллекцию, которую мы назвали с девушками «Времена года». Значит, мои ученицы, студентки 4-го курса, сейчас продемонстрируют их. Пожалуйста, Ульяна. Пожалуйста. Так, первое. Лиана демонстрирует накидку, которую мы назвали «Зима». Так, ну а весной, конечно, все мы любим кататься на коньках и на лыжах, поэтому спортивный комплект. Лариса. Так. Таня демонстрирует молодежное платье, которое мы назвали «Лето». Костюм, точнее, из его деталей. Так, и, наконец, это платье мы назвали «Осень», потому что оно золотистого цвета, как береза осенью. Спасибо, девушки. Большое спасибо, Зинаида Григорьевна, большое спасибо, девочки, большое спасибо, Ульяна, наш иллюстратор. Сейчас судьи подводят свои итоги, а для нас должен петь Александр Поликарпович. Но что-то я его не вижу. Курс подходит к концу. И уже во внеконкурсной ситуации хотелось бы, чтобы вы задали вопрос нашим конкурсантам или сказали им что-то хорошее и доброе в напутствие. Пожалуйста. Этот конкурс проводится у нас в училище впервые. В будущем такой конкурс «Учитель 93» станет ежегодным мероприятием, и я попрошу уже сегодня подавать заявки на «Учитель года 94». Ну а сейчас мы благодарим наших участников, и я попрошу, может быть, кто-то что-то хочет сказать. Пожалуйста. От имени участника конкурса мы хотим предложить на следующий год провести конкурс также «Ученик года».
Извините, я вышел с кадра, теперь неожиданно сказать. Я очень жалею, что я сидел не там, то есть не там, а здесь. Я мог задать кучу вопросов, но не были своими коллегами. Я должен выразить восхищение вами, в вашей смелости, в вашей верности, потому что я бы не решился. Нет, а потом бы решился, конечно, но вообще выйти на это, знаете, агрессивным человеком. А тем более в первый раз у нас учитель проводился. Вы отчаянно видите, восхищаюсь. Вот, и потом я кое-что узнал о вас, конечно, с лучшей стороны, и поэтому думаю, что уже затем стоит проводить конкурс, чтобы, знаете, друг о друге больше узнать. Ну, преподавателям, о своих коллегах, студентам, о преподавателях. Вот, и я желаю вам успехов в вашем деле. Спасибо. Так, товарищи, я попрошу вас заполнить те маленькие номерки, которые есть у вас на руках, в которых вы должны поставить номер понравившегося вам участника. Мы подводим итог конкурса зрительских симпатий. Пока я предложу участникам померить перчатки. Игорь Александрович, нельзя. У меня новое методическое что-то появилось. Руки беречь надо. Руки беречь надо. Ставьте вот Показал стикер, не понял, да? Зрительских симпатий получил Николай Иванович Крестенко. Ура! Товарищи, самый глубокий юмор нашего конкурса заключается в том, что призы сегодня никто не получит. Я адресую все ваши восторги Владимиру Георгиевичу и объявляю, что приз зрительских симпатий 1000 рублей. Так, пожалуйста, жюри. Нам бы очень не хотелось абсолютного победителя, потому что настолько незначительные тут баллы. Все равно, Зоя Иннокентьевна, да? Или как? Я уже даже и не знаю, как. Да, я вот не знаю. На ваше усмотрение. Главные судьи соревнований. Затрудняюсь, как с призами будет Владимир Георгиевич, наверное, теперь алаверды, Владимир Георгиевич, самую сложную задачу вам. И ради первого конкурса мы решили не подводить итоги, там тем более, что в сотых баллах разница. Все трое они являются победителями. Итоги всего конкурса, вероятно, я возьму на себя смелость сказать от жюри, что в целом конкурс «Учитель года» по урокам у нас выигрывает Зинаида Григорьевна Павлова и выходит на город с уроком для методистов города. Она получает... И как бы нам не хотелось расходиться, но наш конкурс подошел к концу. Мы благодарим всех, прежде всего наших участников и вас, уважаемые зрители, и желаем больших педагогических успехов.